У нас в Уфе мощно развито движение старшеклассников. Они регулярно собираются, придумывают новые инициативы и общаются с успешными взрослыми. В Уфе в межвузовском студенческом кампусе проходит итоговый слет активистов городского совета старшеклассников. Здесь собрались самые деятельные школьники башкирской столицы. Представляете, эти ребята придумывают и воплощают в жизнь разные крутые идеи. Но такое способен далеко не каждый взрослый. Как попасть в слет совета старшеклассников? На самом деле, лично я думаю, ничего сложного в этом нет. Я попал сюда таким образом, что в 10 классе я начал активную деятельность в школьном совете старшеклассников. К 11 классу я понял, что это слишком маленькие горизонты, я могу поднять свою планку гораздо выше, и пошел руководить советом старшеклассников Советского района. На заседании Совета старшеклассников Советского района мы приняли множество активных решений. Часто выезжали с благотворительными программами для детей с ОВЗ. Лучшие представители городского совета старшеклассников награждены дипломами за активную деятельность. Поддержать ребят в таком нужном, непростом деле приехали серьезные гости. Ольга Ивановна Панчихина, уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан, заместитель главы администрации городского округа город Уфа, Республики Башкортостан. И это не полный список. В зале нет ни одного свободного места. Все потому, что любой серьезный путь начинается с небольших шагов. Запомните эти лица. Кто-то из этих ребят в будущем мэр города, руководитель крупной организации, а может быть даже президент. В чем разница между школьным и районным советом? В этом году я заняла пост председателя Совета старшеклассников в Орджоникидзевском районе. Изначально я начинала в Совете старшеклассников в своей школе, то есть мы создавали какие-то мероприятия, проводили конкурсы и так далее. А в Совете старшеклассников районного уровня, то есть мы несем ответственность за мероприятия всех школ нашего района, то есть мы делаем все на благо не только своей школы, но и всех школ города. С чего нужно начать организацию районного мероприятия? Нужно начинать с разговором с нашим руководством в районе, то есть мы создаем совет с активистами всех школ нашего района, мы думаем над целью, задачей и, в принципе, какое мероприятие мы хотим создать. Дальше мы просим разрешения у нашего руководства, у директоров школ, чтобы это создать. Закончилось мероприятие пресс-конференция с гостями, где школьники смогли задавать интересующие их вопросы. Общение получилось увлекательным, ценным и мотивирующим. Ведь среда, в которой находится человек, формирует личность. Побывать в рядах таких сильных и уверенных в себе парней и девушек – ценный опыт. Вы тоже можете попасть в их ряды. Для этого нужно быть активными, смелыми и творческими. Уверена, вы все по ту сторону экрана такие. Ломовицкая Полина, Наиль Гайнуллин, специально для Горы новостей.